26 мая, рано утром, Андрей Волк сообщил, что он добрался до места, то есть до Уссурийска, а потом в это село, где находится лечебница, а в лечебнице Александр Габышев. Андрей Волк, как и Волку положено, обошел вокруг забора всю территорию лечебницы, промок там, роса, утро. Андрей будет на месте смотреть, как и чем помочь Александру Габышеву. В общем, разбирается на месте. Он из поезда прислал мне небольшое видео. По пути журнальчик привез там с родины Александра Габышева. Священные музыкальные, так сказать, алгыз, песни, которые Раиса исполняет. Вы слышали в предыдущем моем ролике. Каилана ему помогла в исполнении Раисы. В общем, небольшие такие подарки, скажем, с родины. И будет смотреть. Он посчитал, что это надо сделать. Я напомню, что Андрей Волк, после того, как Александр Габышев вынужден был прекратить свой поход после его захвата, вот с того места, прямо с того места, Андрей продолжал тащить телегу 2 года и дотащил ее из Иркутской области до границ Тюменской. Это 1000 километров, 2000 километров. Через Красноярский край, там, через Новосиб, Кемерово. В общем, в Кемерово, кстати, я был тогда у него. Вместе с ним там 10 дней прошел. В общем, Андрей Волк на месте. У Андрея есть свой канал, называется «Объединение равных». Он будет, видимо, там сообщать уже по ходу дела, видео выставлять. Он посчитал, что это надо сделать. Что ж, когда друзья говорят «надо», нет смысла вдаваться в подробности. Надо, значит надо. Друг в беде, другу надо помогать. Как можешь, так и помогаешь. Все. Посмотрите. Будем надеяться, что Андрей Волк покажет нам, расскажет и покажет. В данном случае наш человек непосредственно находится рядом с Александром Габышевым, рядом с его палатой и ждет уже, когда заведующая придет на работу к 9 часам утра. А в Якутии на сопках снега нет почти. Здесь по нашему участку вот такой пейзаж. По-моему, до самого Якутска море до болота. Сопки. — 27 мая, пятница. Андрей Волк прислал видео. В общем, место, это село Заречное, где находится Александр Габышев, шаман. Глухое, действительно. С интернетом проблемы. Вчера еще гроза была, свет отключили. В общем, глухое место. Но Андрей Волк отметил своим особым таким, скажем так, чутьем волка, что аура там, в общем-то, неплохая. Он говорит, что у него как-то на душе стало легче. Он даже сказал, что как-то успокоился. Видео посмотрите,
Он его не смог у себя на канале быстро поставить. Вот мне прислал, я его предлагаю вам посмотреть. Но на душе не только у Волка стало чуть полегче, и у меня тоже. События, которые происходят вокруг России, негативно влияют на ауру, скажем так. А когда там, где находится Александр Габышев, по словам Андрея Волка, аура более светлая, наверное, потому что Саша там находится, то как-то становится светлее и в ауре России и всего мира в целом. То есть оно получается так, как говорит, за что боролись на то и напоролись, что было раньше, вот это вот. Ну, в принципе, передачу передал. На большее я не надеялся. Введенные ковид ограничения до сих пор не сняты по поводу свиданий. Персонал обычный, не отличается от обычного стационара. На проходной нет вооруженных церберов. Но, тем не менее, это не то место, где хотелось бы проводить время. Сейчас буду как-то выбираться. Подошел к девушкам из персонала. Сейчас должен подойти служебный автобус. Мне пошутили. Ну, мы, говорит, возьмем, скажем, что вы выписной. То есть выписались. Тогда возможно будет уехать из села Заречного на служебном автобусе. Транспорт сюда очень нерегулярно ходит. Такси от города Уссурийск стоит от 400 до 500 рублей. Тамара, женщина, которая здесь живет, относительно неподалеку. То есть, как ни крути, ей 2,5 часа трястись на маршрутке, чтобы попасть. Она с оказиями здесь бывает. Вот она передавала плеер. Благодарность всем, кто помогает. Передал по списку все, что можно. Того, что нет в списке, чеснок. Чеснок приняли, чеснок, лук принимают. Чеснок взяли.